В нефтяном институте конкурсы различного рода не редкость, однако конкурс на знание религии, истории и традиций чеченского народа прошел впервые. Несмотря на это, в нем приняли участие студенты всех факультетов нефтяного института. В состязание вступило 6 команд. Вопросы религии в основном касались жизненного пути пророка Мухаммада, да благословит его Аллах. На вопросы отвечали в письменном виде. Далее эти работы оценивались авторитетным жюри, в состав которого вошли известные богословы, преподаватели института. После первого тура из конкурса выбыли сразу 3 команды, которые оказались наиболее слабо подготовленными. Победительницей стала команда факультета экономики и управления. Им были вручены подарки, а также кубки и грамоты. Организаторами этого интеллектуального поединка выступило руководство нефтяного института совместно с Духовным управлением мусульман Чеченской Республики. По словам богословов, подобные конкурсы нужно проводить чаще, чтобы постоянно приумножать знания молодежи о религии и традициях вайнахов. Заслуженная артистка России и Чеченской Республики Аймани Айдамирова отметила 30-летие творческой деятельности и день рождения. На сцене Государственного театрального концертного зала в Грозном состоялся концерт ансамбля «Нуржоухар», руководителем которого является Аймани Айдамирова. Поздравить исполнительницу народных песен приезжал и сам президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Указом президента Чеченской Республики за заслуги в развитии культуры, популяризации народного песенного творчества Аймани Айдамировой присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры Чеченской Республики». Президент вручил ей нагрудный знак и ключи от автомобиля. Коллектив ансамбля «Нуржоухар» также был отмечен президентом. В соответствии с его поручением Региональный общественный фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова выделил всем участникам коллектива денежные премии. Юбилейный вечер завершился концертом, в котором певица исполнила полюбившиеся публике народные песни. Существующий порядок добычи нефти и газа в Чеченской Республике необходимо пересмотреть и вести работы таким образом, чтобы увеличить их добычу. Такие выводы сделали специалисты управления Росприроднадзора по Чеченской Республике после проведения контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению пользователями недр обязательных требований по геологическому изучению, по рациональному использованию и охране недр по 5 месторождениям углеводородного сырья на территории Чеченской Республики. Ситуация такова, что в основном объем нефтедобычи за последние 7 лет приходится на месторождения с наибольшими балансовыми запасами – Старогрозненское и Горячеисточненское. Фактическое извлечение природных ресурсов превысило добычу, предусмотренную лицензиями, а значит запасов этих месторождений хватит не на 8-12 лет, как было предусмотрено лицензией, а всего на 4-6. Это вызывает тревогу на фоне несоблюдения сроков и объемов геологоразведки. Прирост запасов углеводородного сырья на данном этапе остро необходим для нашей республики, так как для полной работы нефтеперерабатывающего завода, строительство которого начнется в скором времени, в городе Грозном необходимо более 2 миллионов тонн нефти в год. В противном случае его строительство, как отмечают специалисты, будет экономически невыгодным. По заявлениям проектировщиков, на нефтеперерабатывающем заводе в Грозном планируется использование новейшей технологии переработки углеводородного сырья, которая является самой безопасной в плане негативного воздействия на окружающую среду. А значит, строительство в Грозном современного нефтеперерабатывающего завода даст не только новые рабочие места, но и будет способствовать развитию нефтегазового комплекса республики. В Грозном на территории стадиона имени Султана Белимханова построена гостиница «Терек». Она предназначена для размещения футбольного клуба «Терек». На днях состоялось торжественное открытие этой гостиницы, на котором присутствовал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, советник президента, депутат Государственной Думы России Адам Делимханов, мэр столицы Муслим Хучиев, министр по физической культуре, спорту и туризму Чеченской Республики Хайдар Алханов и другие официальные лица. Почетное право разрезать красную ленту было представлено инициатору строительства гостиницы президенту Рамзану Кадырову и капитану команды Тимуру Джабраилову. Гостиница представляет собой современное комфортабельное здание. В ней предусмотрено все необходимое не только для комфортного проживания, но и полноценного отдыха после изнурительных тренировок. Здесь также есть тренажерный зал, бассейн, массажные и врачебные кабинеты, конференц-зал, который позволит спортсменам знакомиться с тактикой и стратегией соперников, а также выявить промахи и недочеты своей игры. Стоит отметить, что в гостинице смогут проживать не только футболисты, но и гости столицы.
Председатель правительства Чеченской Республики Одес Байсултанов на днях проинспектировал строительные площадки Курчалоевского района. Его сопровождали заместители: министр ЖКХ и строительства Чеченской Республики Абу Сугаипов, министр финансов Чеченской Республики Эли Исаев, а также первый заместитель председателя парламента Чеченской Республики, руководитель оперштаба по восстановлению Курчалоя Салман Закриев. Напомним, что на стройплощадках Центрального района задействовано около сотни единиц спецтехники и 450 рабочих. Одес Байсултанов побывал в центральной части Курчалоя, где активными темпами ведутся работы по подготовке котлованов для будущего строительства. Как сообщалось ранее, здесь шли работы по демонтажу административных и социальных зданий, по генплану попавших под снос. Ознакомившись с проделанной работой, глава правительства выразил уверенность, что при таком темпе работ уже скоро можно будет начать закладку фундамента под новые здания. Уже сегодня дома на перекрестке улицы Исаева и Розы Люксембург претерпевают изменения. Установлены леса, начата работа по отделке фасада многоэтажек. Здесь полным ходом идут работы по реконструкции парка имени Ахмата Хаджи Кадырова. Его проект будет кардинально изменен. Вечный огонь заменит на цветной фонтан. Также будет установлена мемориальная доска погибшим героям Великой Отечественной войны и тех, кто отдал свои жизни за становление порядка в нашей республике. Их имена будут высечены золотом на камнях из черного гранита. Дополнять общую картину парка по определению Рамзана Кадырова будет ресторан «Глобус», внутри которого будет установлен аквариум. Но пока это только проект, над которым уже работают лучшие архитекторы республики. Редкое событие на территории исправительного учреждения. Заключенные строгого режима объясняют правила, согласно которым будет проходить товарищеский матч. После краткой инструкции начинается сама игра. Товарищеский матч по мини-футболу на территории исправительной колонии – это всего лишь одно звено в цепочке мероприятий, направленных на профилактику распространения наркотиков в местах лишения свободы. В рамках президентской программы на этот раз с оригинальной инициативой выступило Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Такие мероприятия проводятся регулярно. В прошлом году совместно с Министерством культуры устроили концерт для заключенных в целях воспитания здорового образа жизни. А в этот день приехали сыграть в футбол. 8-2 в пользу сотрудников министерства. С таким счетом закончилась встреча. Но так как матч был товарищеский, победила дружба. Ее подкрепили подарками, которые гости привезли с собой. В 2011 году в Грозном появится первый в Северокавказском федеральном округе универсальный спортивный комплекс с большой ледовой ареной. Ее построят на территории бывшего стадиона имени Орджоникидзе в заводском районе города Грозного. Спортивный центр включает в себя крытую футбольную арену на 2000 человек, бассейн, рассчитанный на 8 дорожек длиной 25 метров, теннисные корты. Сейсмическая устойчивость здания составляет 8-10 баллов. Проект спорткомплекса разработан в соответствии с мировыми стандартами для спортивных сооружений. По поручению президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова увеличена вместимость ледовой арены. Она будет составлять порядка 9000 человек. Ледовая арена будет соответствовать требованиям НХЛ. В недалеком будущем в республике появится и своя хоккейная команда, отметил Рамзан Кадыров. Строительство спорткомплекса стало возможным благодаря привлечению руководством республики на ее территорию инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие региона. На данное время на площади 7 гектар ведутся подготовительные работы. На расчистке участка задействовано около 300 человек и более 30 единиц спецтехники.